Ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Мы с мамой снова в эфире. Всем добрый вечер. София, сделай тише, пожалуйста. Друзья, у нас сегодня какое? 14 марта, где-то 5 часов вечера. На улице зима. На улице зима, идет снег. С чего начнем? Супруга проводила в рейс, уехал буквально час назад. Все, поехал в рейс. Софишка только приехала с садика. Висхан звонил, у него все нормально, альхамдулилла. Он жил и все так же. Я говорю, чтобы не лазить, вот бы всем такой жизни. Она говорит, мам, сейчас так люди все плохо живут, так сидит на диване, так, как бы сказать, особо не напрягаясь, да, сидит, говорит, ой, мам, сейчас вот редко, сейчас, наверное, таких людей нету, да, у которых все хорошо, везде такие проблемы. Я говорю, ну почему? Ты тот человек, у которого все хорошо, все, чтобы не сглазить, но дай бог всем, чтобы все дочеря так жили. В общем, друзья, начнем с самого такого больного для нас, блогеров, на сегодняшний день вопроса. И название ролика вы примерно поняли, о чем будет сегодняшний разговор. Это о том, что ходят слухи, пока что слухи. Официально я вот связываюсь со своими друзьями однополчанами, которые со мной идут все эти 2 года, которые мне помогали создать вообще YouTube, которые мне объясняли все, настраивали мне, потому что это очень сложно на самом деле. Просто человек, который никогда не вел канал, это не то, что в Инстаграм даже было просто, ты начинаешь закидывать свои сторисы, да, естественно, ты проплачиваешь рекламу, покупаешь, то в Ютубе там нужно зарегистрировать, чтобы куда-то шла зарплата, AdSense, это все подключать, там очень-очень-очень много мороки. Потом набрать 1000 подписчиков только после того, ты подаешь заявление, пишешь и ждешь с Америки еще очень долго письмо, о том, чтобы тебе уже шла зарплата. В общем, это очень-очень такой процесс. Если человек этим никогда не занимался, это сложно. То эти люди, которые знают об этом все и даже больше, и с ними я на связи со всеми, пока конкретно, официально нигде этого нет насчет Ютуба, да, что вот его уберут там, что его не будет вообще. Инстаграм, да, там Фейсбук, это вроде бы удалили. Но мне по большому счету Инстаграм и не нужен был. У меня там так чисто символически там просматривала какие-то магазины, ленты, там кое-какие друзья были. Я там особо не работала. Моя работа основная это YouTube. Что я хотела сказать? Но монетизацию все равно не платят, да? Где? В YouTube. В Ютубе? В России только не платят. Это... Не, монетизация идет. Идет монетизация, причем хорошая монетизация идет. То есть просмотры хорошие, и зарплата хорошая идет. Но опять же, это не у всех. Это не у всех. Смотря у кого откуда подписчики. Да, смотря у кого откуда подписчики. У меня получилось так, что я уже говорила, у меня много подписчиков с зарубежья, с Европы, там, я не знаю, и с Америки у меня есть. Но со всего мира меня смотрят. И сейчас вот пошли подписчики, именно много вот Саудовская Аравия, да. Турция, да. Марокко. Говорила тебе, учи английский в школе. Так надо бы арабский и арабский, и английский тоже. Но арабский нужно, это мой долг, арабский нужно учить. И я хочу это, учить арабский. Все никак я к этому не Хадижа хотела вообще на курсы записать английского языка. Там, где детей в развивашке водят. Я говорю, это уже, наверное, не к чему. Уже все. Она сама не записалась, или она владеет? Почему тебя нет, но кто-то должен спонсировать это. Потому что бесплатно. Так, ты говорила, хочешь чеченский начать учить? Мне сейчас пока скидки идут. Если хочешь. Кстати, ты сегодня хорошо выглядишь. Я вот смотрю. Да? Да. Ничего себе. Я теперь буду выглядеть так всегда, как это кино. Служебный роман. Друзья, шутки шутками. На самом деле, если быть честными, конечно, мы расстроены. Что тут греха таить? Расстроены. Почему расстроены? Не потому, что
я это дело не смогу продолжать. Я уже завела себе Телеграм, я уже в ВК, Яндекс.Дзен у меня будет. Это все настроить. Очень жалко проделанную работу, да, которая уже проделанная. Ведь сколько у блогеров покупалось рекламы, чтобы создать это все. Они же тоже, вы все подписчики, не с неба упали, да? Откуда-то приходили. Сколько я влаживала в этот канал, сколько я ездила, куда я не хотела бы ехать, куда мне там не было настроения, бывало с ночевкой, чтобы что-то там снять. И в основном это свадьбы. Приходилось очень много работать. Тот, кто этим не занимался, тот, конечно же, не поймет. Они вот, как говорят, даже сейчас пишут: ой, хорошо, для вас, для блогеров, типа, закончилась халява, теперь выходите на заводы, наработайте. Ну, начнем с того, что тот промежуток, что я работаю, ну, без 5 минут 2 года блогером, я не валялась и не сидела без работы. Я и в больнице работала, у меня и торговля на канале, у меня и во дворе полно работы, и стройка у меня. Мне, как говорится, если YouTube закроет, моя работа как была до него, так и будет. Мне просто жалко, если вот сам вот этот канал, на котором уже готовые подписчики есть, мой проделанный труд, вот этого да. Но уже мои подписчики, вы все приходите, вы все подписываетесь. Так что торговля, все это будет. Даже если закроют канал, это все будет. У меня и Телеграм есть, у меня ВК, это контакты. Вот также многие подписались, и кто хочет, я оставлю номер WhatsApp. Вы можете написать: киса, я такая-то, сохрани меня, просматривать мои сторис без конца. У меня там посуда новая, все, что товар приходит. То есть я, если даже YouTube закроют, я не собираюсь начать плакать, реветь, биться об стенку головой, что типа да, не очень хорошие новости, очень сильно будет обидно. Но на этом жизнь не останавливается. Мы живы. Главное, чтобы мы были живы и здоровы. А там все остальное. Работа есть. У супруга работа есть. У Анжелы есть. У Висхан зарабатывает. И София даже зарабатывает. Поэтому... Кстати, сегодня пришла зарплата Софии. Софишкина зарплата. Софиш, зарплата сегодня пришла твоя. Я знаю. Откуда? Ты сегодня угощаешь. Ну да сегодня что-то... Ты сегодня угощаешь. Что сегодня мы, наверное, покушаем? Чего? Покушаем? Чего бы нам заказать сегодня, я вот думаю, на твою зарплату? Ты же получила зарплату. Мы закажем новый дом и зайчика. Я буду играть зайчик дом. Не, я бы хотела что-нибудь покушать вкусного, что бы можно было заказать. А, рыбу ты обожаешь? Не, рыбу я не хочу, рыбу я уже покушала. Иди сюда. Тогда... Иди поздоровайся с Людочкой. Арбуз! Нет, сусы Лолы, ты забыла. А ты, Людочка, говорит, Софишка была и даже не поздоровалась. Заира сказала, что мне нужно в видео сказать: Оксана, Заира, спасибо. Ну так Не скажи. спасибо. А что? Я хотела сказать: Заира, Оксана, Ты ж туда смотри и говори. Ну, сначала нужно... Оксана, Залина, Стоп. Сначала нужно поздороваться с Людочками. Людочки, всем привет. Я только с Садика пришла. Я кто Только. А тебе как говорила, Садик. нужно разговаривать хорошо, Громко, четко, да. Она Чё когда ты? иногда теряется. маленько. Говори, я только с Садика пришла. Я только с садика пришла. Ну вот, а что ты я. Наверное, в садике не кормили, да? Камиль. Ладно, тогда закажем это, что надо. Ну так Слушай. передай, что ты хотела сказать. Ты так и Что ты не- хотела Заире передать, ты ж не сказала. Я уже передала. Ну, так. Залина, Заира и Оксана вам уже передали, вы, наверное, поймете. Это воспитатели ее. Да, сегодня Софичкина зарплата, на чем мы остановились, пришли, да. По уходу, по-моему, у кого Сбербанк, всем пришли, а на Россельхоз, по-моему, чуть позже приходят, но придут. Это тоже, друзья, большая помощь. Нам, как говорится, россиянам, с одной стороны, грех жаловаться, понимаете? Пенсии нам платят, зарплаты платят своевременно, детские пособия, да, некоторым тяжело, Так бесспорно. вот, где-то я читала в комментариях, что в Киргизии, а где еще? Вот некоторые страны там вообще не платят на детей никаких пособий. Не, мне сегодня женщина написала: киса, скажите, пожалуйста, вот сегодня,
а детские пособия платят только в Чеченской Республике или в общем по России? Я сказала, в общем по По России, России. Да. Да, есть такие страны, что вообще не платят. 11 700. А у нас и материнский капитал, и так, и сейчас вот это тоже новое это с апреля. С 8 до 17. Сейчас же с 3 до 7, а многие жалуются. Почему? А после 7 что не дети, вот как-то были, что сейчас уже вот эти вот с 8, ну я могу ошибаться, до 16 или до 17, по-моему, до 17. Если ошибаюсь, то я ошибаюсь. Но в любом случае, 11 700 вот сегодня пришли. Извините, некоторые месяцы нужно Сейчас у работать. взрослых есть зарплаты такие, пенсии такие. Да. А это... Так что, Софишка, сейчас все, денежки положим все в копилку. Сразу, что на ее деньги приходят, мы снимаем, я сразу, не глядя туда. Я Висхану говорю, Висханчик, я домой приехала, твои зарплаты сразу 2 положила. А когда уезжали, он говорит, мам, ну купите там, что надо вам там. Я говорю, не, я не посмею. Дитё находится там, говорит, все равно сложно, и рано вставать нужно, и уборки, и полы мыть, которые он никогда в жизни этого не делал. Хорошо, научится. А тут привык, что Анжела все. Дай, подай, принеси. И сам будет Ну, знать, что это я такое. не об этом, то, что, да, я из-за этого именно его туда отправила, чтобы он немножко почувствовал и сравнил. Вот. Поэтому, девочки, я в конце ролика еще именно, потому что многие не могут понять, как перейти, я еще приближенно сниму, где меня можно найти, потому что у меня постоянные клиенты, мои подписчики, друзья, которые мне стали просто моей семьей, с которыми мы общаемся, я не собираю, никуда я не теряюсь, никуда я не ухожу, и если закроют YouTube, то вы знаете, я покажу вам, где меня найти, и уже вы меня нашли, уже я там есть, я завела эти страницы, поэтому я руки не опускаю, еще не то не видели. Страшно было, когда руки опускала, когда война, когда бомбили, когда я вот так руки опускала, и каждый раз я говорила, ну это уже все. Тогда да, а сейчас не страшно. Было бы здоровье. Все остальное. Поэтому людям, которым говорят, что все ваше, типа, лафа закончилась, выходите работать, я никогда без работы не сидела. У меня всегда помимо этого была и больница, и дома работы хватало. Суська проснулся. Вот. Но что я хотела вам еще сказать, друзья, что я вам хотела сказать. Было несколько комментариев, не сказать, что их много. Я заметила, что сейчас в данный момент вообще нету хамства у меня на канале. Нету вообще. Для меня это очень приятно. Просто подписчики в данный момент растут, как говорится, не по дням, а по часам. Приходят новые люди. И я хочу сказать, вот эти люди, которые приходят оттуда с арабских стран, там, да, с Турции, никто из них, их очень много пришло, никто из них не написал ни одного плохого комментария. Вот нету этих людей злости. Вот какая разница сразу ощущается? Yes. Вот не пишут ничего. Посади сюда. Ма, тебе заила что-то яйник. А такой налить тебе? Это сегодня вы так делали? Да, У вас сегодня был урок, да? да. Ага, хорошо. Это мы, Да, я мы, пока мы следующий- еще не спали. Хорошо. Сейчас, секунду. Причина. Технические причины были, друзья. Так вот, я начала, и я, когда у меня запись, или кто-то приходит, либо что-то отвлекает. Так всегда, ладно. Что я хотела сказать? То в связи с этой ситуацией некоторые, ну, это там буквально 2-3 комментария всего было таких. Сейчас, секунду. Бабушку пока забрали, ну, пока Софишка, да, будет? Так что там хотела Заире передать? Из Алины. Заил и Туда смотри. Заила, Оксана. Залина, Заила, Оксана. Угу. Только хорошо говори. Бог. Привет. Угу. И у меня все нормально. Угу. Это очень хорошо. Я никак не приду к тому, что написали. Все собираюсь говорить, кто-то меня перебивает. Написали, что
Но это хейтеры, это у каждого есть. Друзья, я на них, честно, внимания уже не обращаю. Даже не расстраиваюсь. Я поняла, что это за компания. Поэтому, ну, поначалу меня это раздражало. Сейчас я даже не знаю, чем они там занимаются. Мне абсолютно все равно. Главное, я есть, я процветаю, мой канал цветет, я цвету. И все отлично. А все остальное... У меня же семья есть, супруг есть, все есть. Ну, зачем мне нужны эти люди, которые никогда не могут мне ничего сделать, помешать моей жизни? Зачем на них обращать внимание? Так вот, не только они, мы не знаю, они говорили нет, но были комментарии неизвестные мне ники. Писали, что а что же вы так, типа, быстро переобулись, либо мнения поменялись с сестрой, там, то вы недовольны были, то это... Вы меня, конечно, дико извините, но буквально 3-4 дня назад, когда эта тема вообще поднялась, тема Украины, я сказала, что да, у меня были свои обиды. И они у меня и есть, но я их положила сюда в карман. Вы слышали? Да, у меня были обиды. А я вам скажу даже больше. Эти обиды есть у каждого украинца сейчас. И я вам скажу еще больше. Если бы на Россию сейчас напала любая другая страна, как у вас, у россиян, так ни у кого бы не было этих обид и не было бы грязи, если на то пошло. Если на то пошло. Если бы, вы просто представьте себя на их месте, на нашем месте, на любом. Если бы к вам зашли, и вы подписали такое, и у вас бы была бы ненависть. Это когда, вы же не представляете, кто не был на войне, тот никогда себе не представит какой-то дикий ужас, когда, вы понимаете, когда летит бомба, и ты не знаешь, куда она попадет, ты не знаешь, куда она упадет и куда тебе деваться. Там поневоле вырастет ненависть. А тем более, представьте, вы находитесь у себя дома, какая-то страна к вам зашла, к примеру, я говорю, да, были эти проблемы. Я очень довольна, что сейчас договорились президент, наш глава республики, что они очень, как сказать, понимают друг друга, что, ну, что помогают нам. Это для нас очень большая помощь в данный момент. Я всегда говорила и говорю, что рассказать у меня вот так вот есть. Но, к сожалению, не все можно говорить. Понимаете, к сожалению, не все можно. А сказать у меня такого есть много чего, что вы бы, нормальные люди, все бы меня поняли и не осудили бы. Если у меня была тогда злость сильная. Понимаете? Это переобулись, переоделись, это одно. Но сейчас, когда стоит выбор, я, естественно, всегда стану на то место, где я родилась. Естественно. Хотя я также люблю и уважаю украинцев. У меня там много родственников. У меня мама украинка, у меня папа наполовину украинец. Естественно, у меня много родни там. Я не могу этих людей ненавидеть. Мне не нравится высказывания некоторых украинок, которые винят почему-то меня, моего сына, в общем, чеченский народ, почему вы отправили туда сыновей. Я еще раз повторяю, ни одна мать, не то что Украина, ни на одну войну своего сына никогда не отправить, чтобы она хотела этого. Но у некоторых есть такое слово понятие, вообще в армии есть слово понятие родину защищать, понимаете? И люди, которые работают уже там сколько лет, и если им дан приказ, они ничего не могут поделать, понимаете? А я к этому отношусь, я уже сказала как. Я не хочу, сделайте тише телефоны. Я не хочу, чтобы вообще нигде в этом мире была война, чтобы нигде не было, потому что я этого навидалась. Я всем желаю только добра и счастья. Вот сейчас это все началось, оно никому не надо, ни вам, ни нам, ни им, никому. Но вот началось так. То цены поднялись, то еще что-то, позакрывали, вылеты, залеты, все это, цены поднялись. Например, у меня хорошая подруга есть, ну вы знаете, она с Германии, она мне вот присылала подарки очень много, моя хорошая подруга. Мы с ней общаемся. Она говорит, киса, у нас в магазинах нет ни муки, ни подсолнечного масла. А машину я свою поставила, потому что очень сложно в данном случае пользоваться машиной. Потому что очень сильный бензин. То пришлось машину пока поставить. Очень дорогой бензин, очень. Им это не надо было, и нам это не надо.
Это никому. Мне лично не надо. Я бы хотела, чтобы все жили в мире. Нам и так, как говорится, жилось не совсем легко. Многим людям, я извиняюсь за выражение, жрать дома нечего было. Есть и такие люди. Да? И тем более, чтобы желать этого. Сейчас всем тяжело. Сейчас нету семьи. Я уверена, сейчас нет такой семьи, которая это все радует. Сейчас каждая мать переживает. Вы думаете, я обращаюсь к украинскому народу, вы думаете, в России люди не переживают? Но, как сказал один известный человек, случилось то, что случилось. Ну, случилось это. Это произошло. Я надеюсь на то, что президенты договорятся, что придут на переговорах к какому-то соглашению, что не будут гибнуть люди, что все будет хорошо. Но мы не в силах это изменить или что-то решать. Но мы, как матери, бабушки, матери, сестры, мы никому этого не желаем, понимаете? Поэтому переобулась, переоделась, это все, знаете, это сейчас не в том месте. Или испугались? Да нет, не испугались. Вот некоторые люди, которые пишут, и которых я знаю, у них даже есть мой номер телефона. Я в открытую говорю им, что они не люди, просто не люди. Это завистливые, обделенные всем хорошим бабы. Понимаете, кто вы? Я вам открыто говорю, я же вас не боюсь, вот, допустим, кого-то я боюсь, а вас не боюсь. Вам открыто говорю, что вы не люди. Не дала? После тех проклятий, после тех оскорблений, что от вас было, вам не нравится ничего. Я еще раз говорю, тема хейтеров, я даже сейчас не злюсь, не то, что там это... Есть такие хейтеры, которые там, ну, сделали замечание, да. Вот одна женщина мне писала, Киса, вот иногда мне не нравится ваше, и некоторые писали ваше высказывание, но в общем вы справедливый человек и живете в порядке, в чистоте, большая трудяга, не скрываю, мне иногда не нравились какие-то ваши высказывания, да, но вот мне нравится то-то, то-то, но чтоб людям, шайки каких-то блудных баб, которым мама моя не нравится, дети мои не нравятся, сестра моя не нравится, супруг мой не нравится, дом мой не нравится, я бедная, нищая, ничего, что я делаю, не нравится, но такого же не может быть. И всегда, и каждому видео выходит, а какие же, судьи, кто? А вы кто? Вы себя в зеркало видели, обезьяны вы? Может быть, красавица. Я видела, одна даже в личку писала, и даже супругу моему писала, помогала, хотела помочь, как раскрутиться с этой, с тушенкой совсем. Тут же гадость несет, тут же пишет, что вот такая, есть такая мразь. Да. Там, если совместить всех людей этого мира в одну кучу, они даже не будут иметь такой вес. И эта женщина еще открывает свой рот. У нее есть мой адрес, мой номер телефона. Ну, приезжай, разбирайся со мной. Я же не знаю, где ты живешь, я ничего не могу сделать. А у тебя есть. Разбирайся со мной. Поставь меня на место. Вот боимся. Все, Кого задавай боимся? другую тему. Нет, Ань, другую тему, это понятно, просто знаешь. Я хочу сказать, что это кучка таких баб, которых ничего хорошего в этой жизни не видели. И, естественно, они обозленные на весь мир, что даже им дети мои, и те плохие. Все плохие, и ты плохая, и супруг плохой, и у него там семьи, и жены, и все. А сейчас, оказывается, мы испугались. Ничего, я не испугалась. Мой адрес Асланбек Шарипова, 42. Для всех хороший не будешь. Это Кто-то понятно. Так я для них и пишет, мы хорошие, кто-то пишет, мы плохие. Так я для них и не хочу пытаться, они никто. Они некто, пыль. Лишь бы Которая... мы были Я даже не хорошие. уважаю их мнение, я не считаюсь их мнением. Это настолько низкого, это вообще... Я бы просто шла и так стояли, я бы просто плюнула и пошла бы дальше. Прям в морду. Настолько я... Омерзительные люди, настолько я их не считаю вообще. Животные намного хуже, собаки добрее. Лучше. Лучше, да, собаки добрее. Вот есть канал, я не буду называть какой канал, там женщина живет в Украине, но она сама по происхождению русская. Но у них в доме собаки есть. Я, конечно, это не очень приветствую, чтобы собаки в доме были. Но эти собаки такие добрые, они такие ласковые, они прям по глазам умеют читать. Ну, настолько добрые собачки. Собаки добрые. Пусть что хотят делать. Я сказала,
Если со мной разборки, кто хочет вести, это я завершаю свой адрес, и я завтра буду там. Свой адрес, пожалуйста. Никто не дает. Никто не дает. Свой дал адрес, приезжайте сюда. Ну, не нравится вам, ну, давайте разберемся, поговорим с глазу на глаз. Вот у меня такие претензии, у меня такие. Вот если бы мне давал человек, я его ненавидела, я поехала сказала, да, мне не нравится, почему-то вот так, ты вот там меня оскорбляла или называла не тем именем, я бы с этим человеком бы разобралась. А без конца вот эти угрозы бессмысленные. Запугивание писали, что из санэпидстанции нам за тушенку. Тут все свои. Тут все схвачено настолько, что, И налоговая. как говорится... И... Кто еще, кого еще говорили? И глава администрации. Ну, в общем, мы ждали, уже ждать устали. Это все рвалось у меня на глазах со страшным смехом. Поэтому... Не туда попали. Тут же все, чеченцы, братья и сестры. Тут... А президент России, это наш хороший друг и товарищ. Очень хороший. Поэтому Чеченской если что-то Республики. делать своими руками, и здесь кого-то накормить этой своей продукцией, здесь наоборот это приветствуется. Угу. Так Вот. тут каждый второй, мам. Это если бы сказали, мы тут наркотики продаем или там спиртное продаем, тогда да, здесь это наказывается. Здесь бы сразу на второй бы день нас бы Тут да. вычислили. А там не А наказывается. так здесь Там- в Чечне у нас уже многие берут тушенку. Вот также мы пирожки продавали. Никто у нас не требовал никаких-то там санэпидстанций, никаких. Ну, а так а сейчас вот на рынках куры вот эти горами лежат, куры. Вот на рынках приносят тефтели, манты, пельмени, заморозки, все это делают. Ты хочешь сказать, что у них у кого-то есть документы? Авито все кишит. Нет. Зайдите Ну, в Авито. Может, какие-то у кого есть документы, кто может быть там оформлен предпринимателем, если там действительно, ну как говорится, на широкую ногу все это Ну, производство поставлено. Ну, у нас мы пока чуть-чуть делаем для себя, вот, также делаем на продажу, понемножку выполняем заказы, сейчас супруг Связя приедет, достроим мы свой аппарат. все никак очередь не доходит до Будем него. принимать заказы, девочки. Все, нам просто нужно настроить его хорошо. Просто получилось так, что ну рейс за рейсом, а без него мы не сможем. Там все вот это электрическое, шланги подключить мы просто не сможем. Там нужно, чтобы он помог нам. А мне очень много писали с Питера, с Москвы, люди, которые хотят купить. И Не, ну тушенку отправляли только на Москву, потому что там через знакомого проводника, то есть проводницу. Вот, и поэтому только на Москву пока. Ну, потом посмотрим, как пойдет дело с этим автоклавом, как он себя оправдает. пойдет дело. Вот, ну, будет видно. Короче говоря, как бы там ни было, все равно не пропадем. Потому что руки есть, здоровье есть, и желание, самое главное, желание. Как что- говорит моя единственная любимая сестра Хадижат, она говорит, киса, ну, если что даже подорожает, там, и вообще всегда говорила, мы с ней как-то давно хотели открыть кафе. Она говорит, люди жрать всегда хотят, кушать всегда хотят. Если там тряпье не будут брать или посуда, а кушать люди всегда хотят. Тем более в Чечне вообще это все пользуется. Кафе там, все это, ну... То и также и продукция. Люди-то всегда будут хотеть кушать, правильно? Как У бы нас то ни даже было. в лифте висит объявление, тоже кто-то начал заниматься этим, что и делать заготовки, эти заморозки, и пельмени, и вареники, и манты, и котлеты. Все под заказ делается. Вот, так что я думаю, я не думаю, что прям уже все Вышли. документы у них есть. А? Котлеты делать. Котлеты? Бабушка напомнила котлеты, да? Сейчас нажарим. А ты говорила про котлеты, да? Ну, я Что-то? говорила, делают котлеты, эти вареники, на объявление. Сейчас пожарим котлетки. Сейчас у нас есть замороженные, пожарим, дорогая, хорошо? Так вот, там в автоклаве, в книжечках, в рецептах, там даже котлеты есть, что делают, представляешь? Ну, в смысле, они их обжарили на сковородке, да, а потом слаживают баночки и... Ну, такое вот это же, в принципе, духовка. Что же, блин, вот что...
Для меня это как-то странно. Ну, и сгущенку, и все, прям рыбу, все. Нам надо с тобой купить этой свежемороженой рыбы, наделать таких кусочков, вот это, что в банках, как она, скумбрия или... Ой, подожди. Киса, она, знаете, она такая на все ухватила. Все. Вот ей надо все сейчас и сразу. Да. Какая-то она жадная до работы. Она такая с детства. Тем более, вот я хотела понять этот вопрос. Раньше, когда было тоже так тяжело, это было 90-е годы, когда было все по талонам, в сельсовете надо было... Воды дать? Дай водички. Давай водичку. Он дай. меня увидел. Давай Когда водичку. надо... Ну, только сюда дала. Киса даст. В смысле, А сейчас суши купим, поспал да, Саш? немножко и никак еще не придет в форму. Ну, Давай. дай ему. Только Ой, чтоб хороший баба- мальчик. Какой Сюся хороший мальчик. Вообще хороший парень. И вот когда все было по талонам, я говорила, Кис, идешь со школы, идешь мимо сельсовета, зайди, чтобы мне не идти, зайди, возьми талоны. И она Ну почему пошла, ты говори, а только Кисе? Потому что ты знаешь, что Киса возьмет. и она пошла, взяла талоны, но она не только взяла талоны, она пошла сразу и отоварилась. И ей там говорят, это, Нет. Катя, но осталась только одна перловка, говорит. Завтра подвезут еще там то вермишели, то какие-то крупы, там рис, гречка. Завтра тогда остальное. Пока 2 килограмма перловки. Она говорит, ой, завтра мне некогда будет. Давайте перловку. И на все талоны вместо там каких-то еще Завтра я других еще круп- приду, я сказала. круп. Она, представьте, приходит, и у нее, наверное, 5 пакетов этих, по 2 килограмма в каждом перловки. Я говорю, ну зачем ты это? Ну, чтобы завтра не идти, говорит, пусть будет, говорит, но не лишнее. Вот. И такая была пробивная. Вот такая она и осталась. Ну, правильно. Хочешь жить, умей вертеться. Еще и в среду такую попала, где тоже все такие. А в Зимовниках, когда жили, то тоже так, они когда школа была рядом с этим, с рынком. И вот я говорила, если у тебя будет время, у нас там как-то тогда не было магазина, или этого не было. Еще у Фоминых не было, только соседство. Такой какой-то магазин был, там кроме хлеба ничего не было. И я ей говорила, это, ну купи там такой, по мелочи, что надо. И вот она купит это все, и еще там или кусок мыла, или еще что-нибудь такое. Я говорю, такая-то, за что ты взяла? Думаю, денег вроде ж давала ей под расчет. Она говорит, а я ж торговалась, они мне говорили, это столько стоит. Я говорю, давайте на рубль дешевле. И вот они мне уступали, говорит, и я на эти деньги купила там мыло или зубную пасту, ну что-то такое по мелочи тоже. Не так, чтобы меня так Такая краили. предприниматель она была с детства. Наташа-то не такая. Наташа-то спокойная была, она... Лишь бы день прошел. И было что покушать. А там пусть оно все горит синим пламенем. Ну и сейчас Наташа тоже спокойнее Кисы, но пока ее не трогают. Если ее, конечно, тронут, то она тоже, как говорится, зубы покажет. Ну, знаете, с одной стороны, как сказать, я даже иногда бывает и рада, что они могут за себя постоять, что бы там ни было. Они за словом в карман не полезут. Я же тоже никого не трогаю, если меня не трогают. Вот. Никогда. Это я такая вот, я всегда что-то боюсь кого-то обидеть. Не знаю почему. Я всегда думаю, ой, а вдруг мне придется еще. Вдруг мне придется еще к этому человеку обратиться. Ну такая вот я. И, может быть, это даже и минус мне. Ну, у меня родители были такие. Папа у меня вообще был он такой золотой человек. Но мама была, конечно, с характером. Ее, если кто обидел, то она такая, как говорил мой муж, всегда закусила удила. Вот, она, конечно, в душе очень долго всегда могла таить обиду. Вот, ну я тоже такая обидчивая, но я быстро, знаете, отхожу. Стоит ли человеку ко мне там заговорить или там как-то так, это обратиться, все, у меня думают, да ладно, и все. Я не злопамятная, и не люблю ни с кем рваться, и хочу, чтобы и мои дети со всеми жили в дружбе,
и согласие. Я хочу, чтобы в семьях у них был у обоих порядок. Ну, пока, слава богу, как говорила моя свекровь, что не хуже. Ну, вот так. Сделайте тише телефон. И вот сейчас уже весна, хоть на дворе не совсем весенняя погода, но все равно уже по календарю весна. И такие планы были, так хочется поехать в Ростов. Мгм. Хотелось и на Донбасс, но туда теперь вообще, наверное, дорога закрыта. Сделайте тише телефон, пожалуйста. София, вот как оно будет, не знаем, но может быть хоть в Ростов вырвемся на недельку. Мы даже... Да. Мне бы еще хотелось в Зиманники попасть. Мне так хочется в Зиманники, вот откуда я замуж выходила, где мы жили последние годы, ну, перед замужеством моим. Пользуясь случаем, хочу передать привет тете Тане Манжуриной, дяде Сереже. Это наши соседи жили, они меня смотрят. Тоже прожили сколько лет по соседству. Как родня, до сих пор общаемся, поддерживаем отношения. Я хочу сказать, что я очень такой человек, но я люблю поддерживать отношения, связи, родню, не забываю друзей однополчан, с которыми прошли тяжелые времена. Вот у меня и подружки, одноклассницы, и соседки, даже женщины в возрасте, мамины ровесницы, и с ними я общаюсь, пишу, мне интересно. Вообще, вот это, мне хочется приехать зимоньки и пройтись по улицам. Мне кажется, мне Там как-то... всего 2 улицы было. Нет, зимовники именно. Сами зимовники, Да, да. нет, их, наверное, уже и не узнаешь. Тоже преобразились. Таня писала Манжурина, что уже зимовники стали не те, как были раньше. Ну, так оно и должно быть. Так и должно быть, что с каждым годом должно быть все лучше, все краше, все доступнее, все дешевле. А оно наоборот. А теперь еще с этой войной вообще непонятно, что будет дальше, как оно будет и когда будет этому конец. Тогда, когда на Донбассе тоже думали, что быстренько оно прекратится, очень жалко. Жалко Донбасс, вообще жалко. Жалко Украину в целом Украину. Я вот как-то, это буквально вчера, вот уже легла спать и думаю, вот начала вспоминать, с чего это все началось. Вот эта вражда с чего-то началась же, да? И до этого жили ж нормально, жили и ездили, и вообще-то раньше и границ не было этих. Ну, все началось, так, как я думаю. Вот когда сама же Украина стали притеснять Донбасс. Вот я помню, как стали шахтерам не выплачивать вовремя зарплаты. Вот, когда же шахтеры ездили автобусами, делегации в Киев, туда там и касками стучали, по брусчатке требовали свои права там. Ну, тогда тоже особо на них никто внимания не обращал. Вот, и поэтому тогда у них родилась мысль, Звук. как бы от Киева отсоединить, ну, не в общем от Украины, а вот, ну, вот как вот Чечня сейчас в России, да, и также, наверное, хотели отделиться, чтобы быть самостоятельными республиками. Ну, тогда киевским властям это не понравилось. И пошло-поехало туда, как говорится, все глубже и глубже, пока пришли танки в Донбасс. И тоже тогда люди вообще голыми руками хотели остановить эти танки. Перегораживали дорогу, не пропускали эти танки. И эти танкисты, они тоже были в недоумении, они не знали, что им делать. Ну как, стрелять в своих людей, свои же люди. Ну это вообще абсурд. Что они даже, некоторые сначала разворачивались и уезжали. Но все равно люди же не могли ничего сделать. Так же вот и сейчас. Говорят, нужно выходить, женщины, там, матери, вот выходите, давайте, митинги. Но это, мне кажется, ничему не приведет. Это просто приведет к беспорядкам. И все. Начнут опять крушить магазины, там, ларьки. Вот это вот все, ну, кого-то похватают, там, заберут тюрьму, да. Но все равно на всех же тюрем не хватит, это понятно.
Но даже тех, кого заберут, зачем это надо? Тем более сейчас вышел такой указ, что нельзя вести эту пропаганду, потому что это можно заработать срок за это. Ну зачем вот на какие-то там 10-15 лет уходить в тюрьму? Кому это надо? И оно ничего не даст, это ничего не даст. Пока вверху там сами не договорятся, люди простые ничего не сделают. Как бы им этого не хотелось. Это так лично мое мнение. Вот, а вообще хочется, чтобы все это закончилось. Знаете, я скажу вам, я войны не видела, да? Я ее не видела, но я один раз вот получилось так, что я приехала сюда. Это первый раз, когда я приехала в Чечню, сюда, в Ведено. Вот, и ночью, начали с вечера, и всю ночь били с гранатометов. Это было до того страшно, как вот, знаете, бывает сильный гром. Не просто вот гром, когда перед дождем или во время дождя, а вот когда бывает сильный гром, как бабахнет, что кажется, сейчас и стекла повылетают, и все на свете. Вот так вот было с самого вечера до утра, пока аж начало светать. Вот, и когда я как раз в этот день, мне надо было уже уезжать, и меня сваха моя провожала в Махачкалу на автобус. Тогда с Розного не ходили автобусы, ни поезда, ни автобусы, только через Дагестан ездили. И вот таксист, он рассказывал, что это били с гранатометов, откуда я знаю, что это. А еще представьте, здесь вокруг горы, представьте, какое эхо это отдавалось. Да, как бахнет, такое эхо стояло сильное. Вот, и то было страшно. И я представляю, как... Я просто могу представить и судить это из того, что там я видела там по телевизору. Или сейчас вот в интернете показывают разные эти бои. Это, конечно, страшно. Это страшно, особенно когда дети маленькие. Представьте, взрослый человек, он еще, может быть, что-то понимает, а ребенок, как ты ему объяснишь, что кушать нечего ему дать. Или там, если он хочет воды, а воды нету. Или там, когда вот это вот взрывается, это страшно. Это очень страшно. И хочется быстрее, чтобы быстрее это закончилось. Пусть они договорятся. Ну неужели нельзя? Ну неужели нельзя договориться? Значит, они что-то одни требуют, другие должны или уступить, или какой-то компромисс должен быть между ними. Но все равно, можно же договориться. Но... Точно так же я думала, когда были вот эти Минские соглашения. Я все время думаю, сидят там, ночь сидят эти политики. О чем они говорят? Нам же тогда не показывали, не рассказывали, да? О чем они вот когда говорят глаз с глазу на глаз? Неужели нельзя просто русским доступным языком договориться? Нет, значит нельзя. Значит, не хотят уступить друг другу. А люди страдают. И не надо никого винить. Ни русских, ни украинцев, тем более мы, простые люди, от нас мало что зависит. Но есть одни это понимают, а другие нет. Вот я, например, здесь в Чечне, когда вот мне бывают женщины, есть у меня некоторые такие подружки, с которыми разговаривают, это они, иногда вспоминают войну, и вот они мне рассказывают, что здесь было. А мне, знаете, бывает как-то неудобно, что я вроде бы русская. Но опять же, они же должны понимать, что это ж не я пришла с войной к ним. И не от меня это зависело. И они, знаете, и они понимают. Потому что никогда никто мне в спину даже косо не глянул. Не понимали всегда они. Вот. Поэтому вот это вот украинские женщины. Я сама украинка. Мои родители обои, я это уже рассказывала, говорила, что обои с Западной Украины. Вот как я могу, хотя с родственниками не общаемся мы, но это опять же вот, Не например, по у твоей меня вине. к ним претензий никаких нет и не было, вот. А они вот почему-то, злясь на Россию, считают, что, значит, я должна быть виновата в этом. Не что могут я быть все живу в виноваты, России. да. Не могут быть все Да. виноваты. Как это? Ну, Это иманцах лучше. Это когда нету у людей веры. Веры нету. Вот люди, которые в Бога не верят, только они могут такое обвинять всех.
И одна женщина мне с Германии написала, я как-то в следующем ролике покажу, сейчас у меня телефона нет, чтобы прочитать. Она с Германии, она говорит, ну вот такой этот, написала комментарий, я даже покажу вам. Киса, говорит, не хотела писать, но напишу, говорит. Что творят беженцы у нас там? Они, говорит, на стенах пишут, они ругаются, они дерутся, они пьют, говорит. Они, говорит, в магазинах устраивают какие-то разборки. Мне стыдно за них. Сколько лет, говорит, с вашей Чечни здесь сколько беженцев. Никто никогда не вел себя непристойным образом. Женщины какие все воспитанные, все время аккуратные, чтобы там какие-то разборки были. Или на стенах пишут гадости про русских. Ну, в общем, что они только не творят. Хамы, говорит, это ужас просто. Я просто, говорит, в шоке от этого. Я, если честно, была удивлена. И она, почему я это сейчас вспомню, она подчеркнула, говорит, веры у них нету, ни грамм. Если у них была бы хоть какая-то вера, хоть немного они Бога боялись, они бы себя так не вели. Нет, ну знаешь, вот насчет веры я не знаю, насчет веры у украинцев. Например, вот я за всех не буду говорить, я скажу только за Нет, я говорю, Западной Украины. Вот там, я знаю, мы приезжали, каждый год мы ездили во Львов в отпуск, там папины родители жили, сестры, там все молились. Даже вот такие дети маленькие, они молились, они знали молитвы, они в церкви, вот там вот у них там, ну, по воскресеньям знаю точно, вот, а так... Ну, всегда они ходили в церковь. Вот я один раз, помню, меня тетя взяла с собой в церковь. Ой, я там еле выстояла эту службу. Вот, но я видела, что стоят маленькие дети, ну, такие, по 7 лет, по 8, 10, вот так. Вот, и они молятся, они крестятся, а я стою только так. По сторонам смотрю, мне кажется, что если я сейчас буду креститься, то все будут на меня смотреть, и что это я буду делать не так. Ну, вот мы были не приучены к этому. Хотя мама моя тоже, да, она всегда молилась, она иконы, ну, одна икона у нас была всегда в доме, висела икона, вот, и она молилась, да, ну, она нас не заставляла даже, и не, ну, не знаю, ну, не молились мы, не молились, может быть, это минус нам. Вот. А там в Западной Украине, да, там все были люди, они такие набожные, я бы сказала. Так что насчет веры... Тань, ты неправильно меня поняла. Не веру в общем, это нация какая-то определенная, что люди, которые туда приехали, ведут себя так. Она это имела в виду. Понимаешь, что люди, которые приехали, если бы они верили, они кричат, все плохие, все такие, всякие, они кричат, они устраивают дебу, они уже что творят там, говорит. У этих людей нет веры, иначе они себя не вели. Раньше она пишет, и еще одна была какая-то известная актриса, женщина в возрасте, она говорит, я в фильмах снималась, в Киеве, какие люди были добрые, отзывчивые. Как я любила Украину, какие они сейчас стали злыми. Как... Ну, люди обозленные из-за войны. Конечно, люди обозленные. Конечно. Вот что я имела в виду. Что тут непонятного? Ну так я хочу тебя обратно привести тебя к тому, что в Чечне было то же самое, хуже даже. Но здесь матеря не кричали, что виноват весь мир в этом. Понимаешь? Вот какая разница. Потому что люди верующие здесь живут. Все верующие до единого. И да, они злились, да, там была где-то ненависть. Но они не кричали, вот ваши сыновья приедут к вам в гробах, чтобы вы были все, чтобы вы все сдохли. Все до единого нельзя. Если вот эти известные артисты говорят, мы жалеем, что мы ваши концерты давали. То есть они обвинили сразу всех людей. А люди сколько лет их кормили, можно сказать. Как может грамотный, образованный человек обвинить весь мир сразу в том, что началась война? Вот надо иметь терпение, надо иметь вот это вот веру в Бога, молиться. У них этого нет. Они кричат, матом обзывают, и маты он выставляет. Люди написали, почему там какой-то артист, я не буду называть имя, почему не сдали, то есть билеты, которые мы заказали, деньги вернуть. Он матом их кроет, матом. Какая у этого человека есть вера? Разве он будет себя так вести? Нет, конечно. И писали, что изменились сильно. Раньше там жили очень добрые люди. Вот изменились сильно. И опять-таки не все, но
кто это все творит. Мне также много пишут, у меня там есть Наташа одна, Наташа Секрет, как-то ник у нее, или как-то с Харькова, давно пишет мне, моя подписчица. Она всегда хорошие комментарии, всегда... Как я могу про нее сейчас что-то плохое сказать? Ну, как я могу сказать? Хороший человек. Наташа с Одессы, которая тоже познакомились мы с ней в интернете, но она мне стала как родной. Она мне помогала с Софишкой всегда, когда заболеет. Она врач, да? Она врач, да. Как я могу ей желать плохого что-то? Нет, конечно. Нет, конечно. Главное в этой ситуации оставаться человеком. Да, обида, ох, какая. И ненависть вырастает. А каково мне было, представьте, когда вот я здесь жила, и каждый день у кого-то случалось горе, я тоже себя в душе чувствовала виноватой, что они могут на меня разозлиться, что меня возненавидят. Как мне было стыдно перед этими людьми в то время. Да, и вот та женщина, которая сидит сейчас на Украине, она сама русская, но она живет, она говорит, мне стыдно в данный момент за свое происхождение. Но это все пройдет, все наладится. Всякое в жизни бывает, что поделаешь. На все воля Всевышнего. Я говорила и говорю, даже лист с дерева не упадет без его воли. На все воля Всевышнего. Значит, так должно быть. Значит, так преднаписано, предначертано нам всем пройти эти трудности. И, возможно, вот здесь, в Чечне, до войны тоже как-то, знаете, как-то была накаленная обстановка, как-то вот что-то вот, ну... А вот как бы прошла война, она как-то народ еще больше скрепила, дала понять людям, дала понять и ценить ценности жизни, смотреть на жизнь по-другому. Что сейчас у нас в Чечне, если что, он тут сразу, на случай чего сразу старики говорят, и уже я сама такая, мешок муки, пару мешков муки, пару мешков сахара, подсолнечного масла положить, чтобы это было на случай, потому что люди, которые это прошли, которые войну прошли, трудности, они всегда хотят быть запасом. Также твоя мама даже, Ой. бабушка. Моя мама всегда любила. Так она войну тоже голод видела. Она просто, голод. да, пережила голод в детстве, поэтому она очень боялась голода. У нас всегда дома было в запасе мешок муки, мешок сахара, крупы эти разные. И вот когда уже я ее забрала к себе, когда война была в Донбассе, я ее забрала, и она мне всегда говорила, вот получишь мою пенсию, иди набери того, того, того. Я говорю, мам, зачем? Сейчас в магазинах полно всего, зачем это набирать? Она была женщина с Пусть, запасом. пусть будет. Да ну, говорю. Разве мы думали, что у нас будет война? Конечно, не думали. Так, ну мы будем завершать, у нас уже почти час. Я еще хотела такой вопрос тоже, ну, поднять, сказать. Мне писали, у меня вот в марте 2 события, ну, юбилей 40 лет, 21 марта и 31 марта, 2 года, как существует мой канал YouTube. Ну, я зарегистрировалась 31 марта, а уже ролики стало в апреле, уже 12 апреля, 13, я точно не помню, уже... То, конечно, в том году я отмечала эти 2 события в один день. Я не знаю, конечно, в этот день хочется, ну, как сказать, в этот день хочется, чтобы приятно, чтобы тебя, ну, поздравляли, приятно получать хорошие слова. Хочется, чтобы этот день не прошел как обычно. Хочется, чтобы как-то, знаете, либо накрыть стол, красиво посидеть, чтобы пришли гости, слышать в свой адрес поздравления. Этого хочется, это все есть. Но сейчас такая обстановка, что я не смогу, чтобы, ну, сказать, совсем не отметить этот праздник, но и на широкую ногу там устраивать пир я тоже не буду. Мы просто поедем в ресторан, посидим. В Махкиты, наверное, поедем, посидим 21 марта. Хадижа приедет. Бабушки нашей дома нет, она в Грозный поехала помогать. Там невестка у Зуля уехала. Вы помните, я снимала у Зули ролики. Зуля уехала, ее муж остался дома. Бабушка там ему кушать готовит. Ну, чтобы его одного не оставлять, она там пока находится. Уже неделю-полторы как уехала. Вот. Посидим. А так, мне просто будет неудобно. Знаете, я хотела позвать многих людей и в гости, накрыть стол. Хадижа приедет, чтобы мы наготовили всего. Но мне кажется, это будет неуважительно к той ситуации, которая сейчас происходит в мире. То есть у людей это, мы тут устроили, да,
Но мы вам покажем, как мы будем, где мы будем, как посидим, поснимаем, конечно же. Но в этот день я не хочу ничего не готовить. 50 лет отметим. Так, С Таня, размахом. знаешь что, 50 лет. А чё Хотя ты бы говоришь? 45. Ой, ты знаешь, как оно быстро время летит. Ой-ой-ой. Время летит. Не заметишь, когда и 50 будет. Ну ничего, давайте надеяться На лучшее. на лучшее. Давайте молить Бога, чтобы быстрее это закончилось. Ой. Давай. Такое. Все, на этом все пока. Сейчас Передай покажу еще привет. вам, Скажи как привет. меня найти Скажи всем в привет. Телеграме и в ВК ВКонтактах. Скажи Туда привет. я уже заношу и посуду. Завтра у нас, кстати, обзор с мамой. Платье, безрукавки, там все, что привезла новое. Все буду показывать, все в наличии. Цены пока не возвышенные, хотя все уже, на все очень поднялись. Но тем не менее цены еще очень даже хорошие. Скоро весна, весеннее, осеннее, зимнее платье, какие хотите. Все привезла, девочки, покажу вам. Ну а сейчас я покажу вам, как меня найти в Телеграм и как меня найти в ВК, чтобы вы могли, вот прям в телефоне покажу свою страницу. Прям сегодня переходите, кто считает нужным, кто меня уважает, кому нравятся мои обзоры. Потому что на случай, если Ютуба не будет, чтобы вы уже были подписаны, чтобы вы уже знали, где меня искать. Я в начале комментариев закреплю ссылки на Телеграм, на ВК и оставлю свой номер телефона. Вы можете на этот номер написать и сказать: Киса, меня зовут там, например, Мягкова Наташа, к примеру, сохрани меня, я хочу смотреть твои сторис, твои статусы, те, кто заказывает у меня. Ну, в общем, я оставлю номер, напишите, я вас сохраню, и вы тогда сможете тоже наблюдать за всеми новинками. Все, сейчас всем пока, ждите завтрашний обзор, не теряйте нас. Всем всего самого наилучшего, всем здоровья, счастья. И чтобы не было войны, и, как София говорила, небо, небо, небо над головой. Хорошего неба. Мирного неба. А у нас красивое небо, говорит. Она, чтобы не растеряться, она забыла, что нужно сказать, и говорит: небово, небово, небово. Потом говорит: у нас такое небо красивое. Дай Бог, чтобы оно у всех было красивое, да. Спокойное. Все, всем пока, Танюша, у меня минуты Пока. идут. Друзья, вот моя страница ВК. Я снимаю, да. Вот моя страница. Это ВК, контакт. Вот Киса Чечня. Для заказов там указан номер. И здесь я уже и посуду занесла. Много у меня здесь фотографий. И видео будет. Все здесь. Поэтому, если вдруг Ютуба не станет, Киса Чечня. Вот. Вы видите, да? Это контакты. Что она так... Вот, девочки, так вроде лучше видно, да? Вот это моя страница в контактах. Вот, вы можете зайти, подписаться. Уже 239 друзей у меня. Подписывайтесь, заказывайте. Номер телефона там указан. Туда же буду и ролики заносить. И все будет в ВК. Если случай, что уберут YouTube. Друзья, и вот мой Телеграм. Здесь тоже много посуды, много всего. Телеграм тоже. Ссылку я оставлю на Телеграм. Заходите, подписывайте. В основном у меня все будет здесь. Весь товар, ролики, вот как YouTube я заношу, все будет здесь у меня в Телеграм. Поэтому заходите, подписывайтесь. Там уже очень много товара занесла. Завтра у нас будет обзор платья, всего такого. Ну, в общем, вот это моя страница в Телеграм. Все, всем пока.